Ребята, всем привет, всем доброе утро. Ну что, третий день, ребята, наступил, вторую ночь провел на Печорской земле у Руси в гостях. Вот, все, время 8 утра. Вчера все-таки Руслан, ребят, приехал поздно, но приехал. И мы ночью с ним съездили, поставили еще тычки. Жерлицу он забыл, короче, в город ездил по делам. Ну, тычки мы поставили 6 штук. Сработок не было ночью, так что очень холодно было. Фоткали северное сияние. Не знаю, ребята, если получится, сейчас поставлю фотки в кадр. Очень было круто, красиво. Ну вот это север, ребята, в апреле северное сияние. Красота, конечно. Камера не передает, а вот хороший телефон может сфотографировать. По стандарту, ребята, проснулся, затопил печку. Печку я глушу. Не хожу ее там, не контролирую, не топлю. Залажу в спальник, укрываюсь и сплю. В общем, здесь полностью все остывает. Вот сейчас только затопил. Все. Согрел, ребята, вчерашний ужин. Моя лапша доширак по максималке, кто смотрел вторую часть. Вот, поставил чаечек себе. Сходил, умылся. Ну, короче, буду ждать Руслана. Все, ребят, по старой схеме. Сегодня какие планы? Правда, сегодня такой ветер ужасный. Я сейчас выходил. Блин, холод. Мороз и такой ветер сильный. Если здесь такой ветер, то на Печору спустишься, там, наверное, вообще с ума сойдешь. По стандарту проверка жерлиц. Сработало, не сработало, что как. Живец у меня есть. Ерша вчера запасом половил. Проверка комбайнов. Все-таки начали рыбачить. Вчера 4 харюза поймано на них было. Так что потихоньку рыбалка идет. Вот. И Руслан предлагает съездить на одну из речек, которая впадает в речку. Здесь километров 5, наверное, 6. Ходом надо по Печоре пройти. Там речушка, в принципе, можно половить харюза. Он, опять же, тут не рыбачил, там не рыбачил зимой. Только было летом, осенью. И как бы можно где-то попробовать, не знаю. Посмотрим, ребят, как что. Потому что, блин, холодно. Но попробовать как бы нужно, я думаю. Потому что мы всегда здесь пробуем харюза. Руслан одного-двух ловит в день. Вот, а так сидеть на Печоре, конечно, скучно. Ну и с одной стороны, как будто бы и скучно. День удлинился, а время летит незаметно. Сейчас пока Руслан, пока мы тут завтрак что-то соберем. Кстати, поставил яйца водиться, на рыбалку возьму. И съездили проверить час. Руслан что-то уехал по делам, я там живца 3, перепроверка 4-5, там что-то уже смотришь 6-7 и все, надо уже уезжать. Короче, на рыбалке, ребят, время летит незаметно. Ладно, я завтракаю, друзья, всем приятного, кто может со мной. Вот, и будем строить планы. Сегодня какой будет у нас день, не знаю. Ну и вечером, я так понимаю, что Русь вчера сказал, что будут гости у нас. Приедут друзья. Возможно, баню. Невозможно, скорее всего, будет баня. И, короче, как-то так. Короче, поехали, ребята. Начинаем очередной день. Так, ребят, ну что,
Время уже начало 11-го. Руслана так до сих пор и нету. Что-то договаривались в 9, что он подъедет. Повторяю, связи, ребята, вообще нету у меня. Даже позвонить, не то что интернет. Поеду на проверку. Что делать? Время идет. Мало ли он по делам задержался, что-то еще. Во сколько приедет, неизвестно. День идет, надо ехать. Так что такие дела, ребят. Поеду. Очень сильный ветер раздуло. На Печоре, наверное, будет вообще страшное дело. Быстренько как-нибудь проверимся. Ну и вернемся. А потом уже будем думать, что как будем проводить сегодняшний день. Вот. Так что не знаю. Может Руслан говорил, что куда-то вообще уедем. Возьмем прицеп, загрузим мотобуксировщик и уедем на какую-нибудь речку. Короче, непонятно, ребят. Непонятно. Ну а мы на проверку. Короче, погнали. Руслан посмотрит потом, если что-то попадется, конечно. Но он мне как бы и говорил: Андрюха, буксировщик в твоем распоряжении, занимайся, езжай, бензин, все у нас есть. Как бы, ну, позвонил бы сейчас, узнал. Ну, может, где-то едет. Ну, время, ребят, уже начало 11-го. Я лежал, ждал. Приготовил уже покушать на рыбалку, ну, нету. Короче, поехали. Ребят, будет слышно, меня нет, очень сильный ветер на реке, ни одного подъема, ребят. Если вчера было 5 сработок, сегодня нифига. Ну, кстати, идет перелом погоды, с сегодняшнего дня будет потепление. Вот видите, ветер пришел как раз, и луна, ребята, растущая была, полнолуние. Вот не знаю, вот такие моменты тоже Налим не любит. Сработок нету. Ну вот мы вчера тычки еще поставили. Может их еще посмотреть. Потому что как бы, ну, они-то не покажут тебе, есть там рыба или нет. Ну и оставлять, что, пускай стоят. Блин, жесть погода. Блин, плохо цепляется. Все хорошо.
все живое. Походу не ходил на Лим. Сегодня облаков нету, ребята. Вижу Уральские горы. Блин, большую камеру бы не взял, сейчас бы показал вам, ребят. Такая красота. Как-нибудь попробую тряхануть комбайны и валю домой. Слушай, да. Сейчас с самого этого начну. Охренеть. Да. Вот это там, ребята, ветер. Офигеть. Короче, начал комбайны проверять. Первый кое-как проверил. Второй, поводки летают, короче. Нафиг плюнул, бросил. А то все запутаешь. Только делов натворишь. Не знаю. В такой ветер точно там делать нечего. На севере, ребята, именно в этих краях, рядом вот именно Уральские горы. И вот тут погода, ребят, меняется просто за считанные секунды. Вот что делать. Аж балок ходуном ходит. И вот, допустим, летом выскочил на лодочке. Такой весь, чуть ли не на шортах, да, грубо говоря. К обеду раздул, северяк подул. Все, ребят, одевай шапку. Да, такая тема. И Печора раздуется так, волны такие, что вот куда мы ездили, получается, с Андрюхом Салковым на север. Вот, у нас знакомые там ездили, и они просто неделю в палатке сидели, тушенку и водку пили, потому что на Печору не выехать. Вот так вот долбит, там невозможно, короче. И на Лимчик, походу, не ходил, да. Ну, в перелом погода очень сильный. Мороз вчера был. Сегодня вот, ну, ветер, и сейчас пригонит снегопад, и чуть ли аж не до 0 тепла. Если вот по прогнозу так. 11-12 час, ребят. Руслана до сих пор нету. Не знаю, когда приедет. Короче, я тут как отшельник. А чё мне по кайфу, как бы. Ну, скучно, ну не особо скучно, конечно. Так вот, музычку включаю. Телефон там. Вот. То, что вот позвонить там, вот, да, вот, как бы семье там. А так как бы нормально все. Я думаю, что все хорошо. И они не переживают, и как бы я не переживаю. Как бы, вот, ну, как-то так. Выходной, значит, сегодня будет у нас. Я думаю, ехать, куда поедешь. Да и Руслана нету. Время уже обед. Так что сегодня будем отдыхать, наверное, топить баню. Может, что-нибудь вкусное приготовим в казане. Посмотрим, короче. Как-то так, ребята. Так и жили, спали в росе, дети были.
Ну, тут прям там ну, упираться. Ну, как есть, что. Я в первую очередь познакомиться приехал с человеком. А то все вот так на телефоне, там где-то туда-сюда. Живем в одной республике и вот, совместной рыбалки не было, это неправильно. А то я езжу уже там и в Архангельск гонял, там, да, в Тверь, там, в Вологду. А у себя здесь пацаны, и здесь хорошая рыбалка, кстати. Тут надо корни тоже наводить, пускать. Руслан спокойный пацан, добрый очень. И как бы всегда встретит, примет. Неважно, как бы со мной он рыбалку будет производить там или нет. Он уже говорил, ты просто приезжай, я тебя могу куда-то забросить, привезти, увезти, как бы рыбач. Так что такие дела. Ладно, что, ребятки. Я позавтракал, кушать не хочу. Яйца вареные есть, колбаса, огурцы, помидоры. Можно вот так что-то такое. Там. Короче, еды валом, ребят. Мясо, все есть. Буду чаечек попивать. Обалдеть. То, что вот Руслан, не знаю, что там, как у него дела. О, хорошо. Короче, на связи, ребят. Показать вам нечего. Показал уже, в принципе. Балочек такой. Вот. Да, Руслан его снести хотел, а тут видите, как пригодился. Ну, даже вот так. До реки тут вон 500 метров сколько. Ну да, плюс-минус у него. Короче, буду валяться, ребятки, загорать. Так, ребят, ну что, Руся приехал, все хорошо, все отлично. Топим баню, занимаемся дровами, ребят. Ну, циклон, короче, ураган, плюс снег. Очень сильный ветер. Короче, ребят, заметет все жерлицы, не найдешь. Еду, короче, отмечать. Вырубил, ну, веточки всякие разные. Будем ставить, потому что потом все будет под ковром. Я даже боюсь, ребят, выезжать сейчас на реку. Здесь как раз вот выход. Жесть. Как-то надо. Охренеть. Вот это север, ребята, детка. Такие дела. Ой-ой-ой, ребята, я ж боюсь сюда ехать. Надо.
Вот мать Печора, ребята, дает жару. Охренеть просто. Что происходит? Ребята, тут опасно. Тут нафиг, что тут сработает, тут задуло уже. И воткнуть-то некуда. Снег весь выдуло. Охренеть нафиг. Ух. Да. Ветер, ребята, капитальный. Шторм. Ураган. Вот это, ребята, вот это я понимаю, движуха. 50 метров, ничего не видно уже. Короче, вот так фиксирую, потому что завтра, ребята, здесь может быть покров очень серьезный. Такие дела. Ладно. Любишь, говорит, кататься, люби саночки возить, да? Движухи, драйва, адреналинчика и хорошую рыбалку, приезжайте на север. Здесь будет все. Экстремал и рыбалка, и хорошее настроение. А еще летом, ребята, шикарный массаж от гнуса. Такие дела. Я пока ездил, Руся тут дровишки подпилил. Сушинку в лесу падает, вот таких ураганов. Руся собирает, потом перевозит, ну, когда едет. Ну, сегодня вот точно, ребята, упадет до хрена чего сухого. Потому что метров 20, наверное, 22. Вот. Пойдем поколем, немножко тоже поработаем. Не все же рыбачить, надо и работать тоже маленько. Ну, я имею в виду по хозяйству. Такие дела.
отходя от кассы. Такой нас хороший. Прям вообще. Сейчас самое то заниматься, но чем-то вот такими, знаешь, материал завести, что-нибудь куда-нибудь. Дрова на избу готовить. Там эти, видишь, штучки разрубай, да? Нормально. Нормально. Погода, ребят, вообще испортилась. Это здесь лес держит, а сейчас на реке там ужас. Я еле выехал нафиг. Ну, потихоньку работаем. Так, маленько. Вон, Руся баньку топит. Баню пойдем скоро. Подняло. Апрель месяц, да? Уже почти май. Весна. Весна, весна. Андрей себя забаррикадировал. Вот как теперь оттуда будешь уходить? Надо Придется всё колоть. колоть придется, да. Че, разобьем сейчас, что? Вот такая рыбалка у нас сегодня. Да. Трудовая. Банька зато будет. Банька это класс, Ну да. Поработали маленько, ребят. Погода, конечно, зверь. Так, немножко. Хотел показать, ребята, короедов, как вообще что-то выглядит. Может, кто не видел в природе, что такое короед. Не удивляйтесь, ребят, многие не видели. Просто покажу самому интересно, как вот такая личинка делает такие дырки. Вот, ребят, смотрите, сколько набрал. Вот такая личинка. Это, кстати, чистый белок, можно есть его в тайге, не помрешь. А вот, ребят, какие отверстия они делают. Как сверлом, офигеть. Просто ровные. Древесину фигачат. Смотрите. Вот дятел потом долбит, он их слышит, когда они шевелятся, там грызут. И начинает долбить, выковыривать их. А вот здесь как раз в этом случае, вот он, я расколол, вот он сидит. Ну сейчас он спит, получается. Вот так вот, ребята. Офигеть, да? О, на рыбалку собрал. Завтра на комбайн заряжу. Классная штука. На лесных речках очень хорошо берет хариус. О, погодка, ребята. Блин, жалится точно заметить. Вот не дай бог, конечно, эти ветки поулетают. Ну ладно, разберемся. Че, парни приехали. Ванька тоже смотрит канал. Как бы он даже и встретил меня в Печоре. Вот. Так, пообщаемся. Пацаны парятся там. Сейчас я пойду. Ну, так, что-то шашлычок приготовили. Ну, особо я как бы не снимаю, что такой процесс. Короче, балдею на севере, ребята. Красота. Ух, что делает. Ребят, смотрите, блин, такие порывы, блин. Это здесь наверху, а там на реке что творится. Мама родная. Страшное дело. Палатками стоять, наверное, вообще с ума сойдешь, блин.
Поставьте подставочку, пожалуйста. Вот сюда, поближе ко мне пока. Вот. Все, Вот это пойдет. готово. У них фильм про себя двоих. Целый день потратил на это. Ништяк, ништяк. Пацаны, вроде плов должен получиться. А получилось неплохо. Как говорят, каша? Да. Сегодня у нас мясо с картошечкой. Короче, мясо с овощами. Вот, правильно сказать. Мгм. Картошка с овощами. Больше так. Да, после рыбалки же не выдерживает. Дома-то выдерживает. Бля, дома день через день, нахуй. Культурно. Вообще. 8 бич-пакета вообще не хорошо. Ты на Нормально. бичках сидел. Нет, А эту так. кашу не пробовал, что два? Нет, еще. Я на черный день держу. Друг Руся Друг Руся не приедет. Слышь, ты черный день. Не, ну горячая, конечно. Так я сегодня почти, я говорю, я вчера ночью уезжал. Я говорю, ну что, Андрюх, ладно, завтра пораньше, как получится. Ну, хотел. На речку хотели поехать. А видишь, тут мы еще приболели, моя так вообще с давлением мучается. Да, да. Проснулся, все, она в больницу, потом туда, и укол надо было ехать делать. Ну, одну не оставил. Поехали укол сделать, она там целый час магнезию от давления. Бля, магнезия вообще же горячий. Мгм. А, лучше больничий. Она вышла в тумане еще пока домой, пока это. Время уже 12 час. Я говорю, ну ладно, думаю, Андрюха не дождался, меня поехал проверять. А, Связи хотел? нету, блядь. Да. Херово, И не блядь. позвонить. Да, Я ему вчера вообще. симку-то привез свою, старую, но она... Сдохла, все. Заблокировано. 6 месяцев.